Возле нашей базы прилетела ракета С-300, и она попала в дом с гражданскими. Мы сразу же побежали их откапывать. И мы откопали 5 человек, 2 или 3 из которых выжили. Эти 2 людей, которых откопали и доставили в больницу, погибли на следующий день. Очень меня хорошо встретила. Во Вроцлаве было и есть сообщество белорусов. Там проживает около 10 тысяч белорусов. Но, к сожалению, белорусские диаспоры делают недостаточно. И в основном они занимаются символическими акциями. То есть каждую субботу-воскресенье они собирались и просто кричали «Живее Беларусь!». Им было предложено не раз какие-то сборы организовывать, действовать как-то активно, но это не нашло поддержки. Я хотел приехать еще с 2014 года, когда началась первая фаза войны на Донбассе. Тогда я не смог по семейным обстоятельствам. В 2022 году я расстался с женой, мы развелись, и это дало мне возможность поехать в Украину воевать. Меня определили в учебку, и в течение 1,5-2 месяцев я обучался военному делу. В учебке тогда было достаточно много времени, и я решил получить какую-то вторичную специализацию. Ну и так получилось, что на тот момент были курсы БПЛА, поэтому я все-таки пошел по стезе БПЛА. Вітаю! Зараз ми знаходимося на полігоні з полковим БПЛА ім'я Микити Кравцова. Тут хлопці навчаються льотати на нових дронах, БПЛА і великих крилах. Так само хлопці проводять зладжування особового складу. Многие думают, что БПЛА – это безопасная работа. Думают, что ты наверняка останешься цел, что ты будешь сидеть где-нибудь в микроавтобусе за 30 километров от фронта. Но в нашем случае это не так. Мы находим позиции, которые максимально удачные в плане того, как ловится сигнал пульта и дрона. И именно это определяет расстояние и позицию. То есть, в общем и целом, чем ближе, тем лучше. И мы выбираем как раз-таки какие-то холмы, которые на виду у противника, но которые позволяют нам лучше сигнал иметь. Ребята будут закрывать вот эту зону, если что, а мы будем вот эту зону закрывать. Типичный день на передовой начинается с планирования. Мы планируем по карте, как мы доедем, где мы остановимся, где будет наша позиция. Затем доезжаем туда, окапываемся, если нужно, и начинаем работу. Мы расставляем систему спутниковой связи Starlink, мы настраиваем дроны, проверяем их работу и делаем пробный вылет. После пробного вылета мы начинаем делать регулярные облеты. Это может быть до 20-25 вылетов в день. Мы ищем противника. Долго и монотонно мы просматриваем то, что снимаем. После того, как мы нашли противника, мы связываемся с нашими огневыми средствами и поражаем.
петляли трошки. Головне, що Starlink цілий. Та це дрібниці. Головне, що інтернет буде. Оп. Была одна забавная история. В Бахмуте зимой потеряла связь с дроном. 10 минут она отсутствовала. Я все это время пытался связаться с дроном. И спустя 10 минут я все-таки восстановил связь. У дрона оказалось меньше 5% зарядки. Это означает то, что его надо садить уже где-то. Я нашел приметную церковь и посадил дрон. Мы пошли с моим побратимом забирать дрон. И пока мы до туда дошли, это было где-то около получаса, местные на 2 велосипедах подобрали дрон и увезли восвоясь. Мы работали в Бахмуте весной, тогда уже у нас оставалась небольшая часть города. И наши побратимы занимали дом 2-3-этажный, когда туда прилетел крупнокалиберный снаряд. Все ребята оказались заваленные обломками. И их не удалось достать, к сожалению, хотя они оставались живы, но у них просто прижало тела. Мне больше всего на войне не хватает дронов и людей. Дронов, потому что их расход очень велик. И приходится очень осторожно работать, чтобы не терять их. Они все равно теряются, все равно оказываются простои какие-то из-за того, что нет дронов. Приходится себя ограничивать в действиях. И людей, естественно, не хватает. Да, у меня есть побратимы, которые погибли и которых мне не хватает. Самый близкий побратим – мой напарник, который погиб этим летом 23-го года от кассетного боеприпаса. У него осталась семья, и мне его очень не хватает. О, аж кадр выскочил. Клёво. Это собака Вафелька. Она со мной с весны 23-го года. Она подошла ко мне на одной из баз, на которой мы жили. И с тех пор мы вместе. Она все время бегала за мной. И я решил найти ей какую-то семью. Но через какое-то время она как-то прилипла ко мне. И мне уже не хотелось с ней расставаться. И ей, я думаю, тоже не хотелось со мной расставаться. Она понравилась коллективу, мы все ее очень любили, и она нас. Она боялась очень звука взрывов, поэтому ее приходилось держать достаточно далеко от зоны боевых действий. Она долгое время была достаточно боязливой и зашуганной, но через какое-то время она реабилитировалась, и сейчас она помогает мне реабилитироваться. Мы любим друг друга, это взаимная любовь, наконец-таки. И она мой лучший друг. Он очаровашка. Он очаровашка. Я писала, ты. Да. Мы находимся в реабилитационном центре «Ланка». Я здесь отдыхаю и восстанавливаюсь, набираю сил и готовлюсь к будущему. Мне здесь очень нравится, здесь хорошо, здесь спокойно, тихо, душевно, отличная атмосфера, замечательные люди.
Это место находится на нашем чердаке. Здесь мы смотрим кино. К нам приезжает замечательный парень Игорь. Он кинооператор. Он нам привозит замечательные фильмы, плакаты к ним. Мы их вешаем сюда. Вначале он проводит экскурс к фильму, к режиссеру и так далее. Затем по ходу фильма дает какие-то комментарии. И после этого мы кратко обсуждаем фильм. Так мы смотрим классное кино. Ладно? Белорусам, которые в Беларуси, я могу лишь пожелать решимости и смелости и сил. Тем белорусам, которые вне Беларуси, я могу пожелать не забывать, откуда они, не забывать своих истоков и верить в будущее.